Вейкика Автокол Маниле, Виатикота. Мы в эфире. Моего омега-почтей, наши замечательные зрители канала «Адвокатские хроники». Режим «Адвокатские войны», собственно говоря. И у меня будет сейчас небольшое объявление, исходя из полномочий Волкова. Ну что, начнем. Моему почтению, уважаемые коллеги, с большим удовольствием, вы меня знаете, собственно говоря, и с большим удовольствием хочу, так сказать, неформатную часть начать нашего общего собрания. Вы знаете меня, Наумов Сергей Геннадьевич, адвокат, несмотря на нежелание Александра Ивановича извиниться за то известное оскорбление. Суть очень простая на самом деле, коллеги. У меня есть поручение от Дмитрия Ивановича Волкова в связи с тем, что, вы знаете его, я думаю, мне нет смысла пояснять, поскольку он не желает общаться вот с этими людьми лично. К сожалению, они-то вынуждены в силу своей профессиональной обязанности. Так вот, Дмитрий Иванович меня просил по его поручению принять участие в настоящем собрании. То есть, собственно говоря, исходя из его поручения, я его полномочия реализую. С учетом того, что повестка сегодняшнего собрания, которая предложена президентом адвокатской палаты, состоит в том, чтобы избрать представителя от адвокатских кабинетов, я ему предложил, соответственно, выдвинуть мою кандидатуру, мою именно непосредственно кандидатуру, быть представителем от адвокатских кабинетов. Такая вот, ситуация. Я прошу мою кандидатуру поддержать. Что, начали? Кто у нас не брал? Я не брал. А эти юбилейные выпуски все получали адвокатура. Я к адвокатам обратился. Я тоже адвокат, вообще-то. И расписывайте, кто пришел. Да, в основном все расписали. Так, Данила. Это у вас получается 93-й, которые были в городе? Так, а это что такое? Я так понял, вот здесь надо расписаться, да? Владимир Александрович, я вам поручил, собственно говоря, я пояснил. Я понимаю, вызывайте наряд, что вам это получается у нас сборник. Вызывайте наряд и сейчас съест еще что-нибудь. Я не съем, не переживайте. Да, это интересно, почитать. Владимир Иванович, обратите внимание, то есть я расписался в списке, то есть список не пронумерован. Дмитрий Иванович, прошу прощения. Здесь господа не хотят мне вручать копии журналов юбилейных. Кстати, Александр Иванович, вы действительно заслуженный юрист Республики Мордовия? Так, Владимир Петрович, пока не расписывайтесь. Понятно. Я на второй странице тоже распишусь, что по вашему поручению. Да, обязательно укажите, почему поручению. Да я уже указал. Так, Альбертович. Владимир Петрович, сейчас распишитесь. Так, где у нас? Володя. В принципе, я думаю, без микрофона обойдемся нормально. Моя почти не сейчас, секунду. Какие технические уровни здесь слышно, достаточно. Так, Данил, давайте занимаем первые 3 ряда, нас, в принципе, немного. 20. Поэтому, что так поплотнее. Это первое. Нет, Я не срываю мероприятие. Василий, не надо звонить. Не надо никуда звонить, я сказал. Никуда не Не, надо можете позвонить, вопросов нет. Повторим ту самую ситуацию. Никуда не надо звонить. Зачем? Ну, позвони, не надо позориться. И все из-за кого-то мы здесь... Не за кого-то, Так, давай. а по поручению. Отбой. Пожалуйста. Так, звони, не надо никого вызывать. Я думаю, полезно нам наблюдать за нашими адвокатскими войнами. Ну что, минут 5, да, коллеги, ждем?
Такая вот документация. Очевидно, что мне не особо рады вообще-то в этой ситуации. Кстати, у нас, судя по всему, не все-таки адвокаты изъявили желание прийти на собрание адвокатских кабинетов. Это очень плохо, кстати. Я специально выбрал такую позицию, чтобы видеть этих Г-Н. Я вам не мешаю, Александр Иванович. Мое почтение, Сергей. У нас очень интересная ситуация. Живем в современном цифровом мире. Еще 3 минуты до начала, формально, типа того. То есть вы Сейчас, собственно говоря, узнаем по поводу тех вопросов. Господа, а вы положение о материальной помощи получили? Кто-нибудь? Это повестка конференции, собственно говоря. Прошу не обращать внимания. Александр Иванович уже всех просит не обращать внимания, собственно говоря, на то, что, по сути дела, они воруют деньги из казны адвокатов и считают это нормальным. Кстати, кого они хотят предложить на ротацию, вы не в курсе, уважаемые коллеги? На сайте такой информации нету, я посмотрел. Кроме того, что Демин и Наумов были законно лишены статуса, это подтвердил суд. Нашли чем гордиться. Я все-таки вам, уважаемые, обещаю, что Владимир Александрович очень рад будет моему участию на празднике адвокатуры. Ну, после того, когда все-таки статус, я думаю, надеюсь, во всяком случае, ЕСПЧ восстановит. И я надеюсь, у вас найдется берцы для меня специально по такому случаю. Не то чтобы я срываю им это все самое, но я думаю, что давление на них надо оказывать. Не надо отказываться от политической работы. Угу. Логично. Судя по всему, Якония будут предлагать в состав. Повторная ротация будет. Кстати, интересно, вот этот в дальнем углу Василий Петрович, кто это такой вообще? Дубровских, Василий Петрович, очевидно, союзники Амелинских. Даже не скрывают этого. Хотя являются адвокатскими кабинетами. Было бы неплохо, если бы они в эту систему встроили возможность печатать текстовые заметки. Ильнар, приветствую. Вы, кстати, из какого региона у нас? Я просто поясню. Собрание адвокатских кабинетов. Хотел было забрать вот этот сборник. Не вручают, короче. Мотивируют тем, что у меня статуса адвоката нет, который они прекратили, опозорившись на всю страну. Но я себе позволю такой комментарий. Имею полное право. Александр, вы помните статистику первого периода? Вот, там что далеко
Ярослав Владимирович. Да. И куртку Василий. Дмитрий Иванович, я не уверен, что мой голос будут как-то, соответственно, ваш голос будут учитывать. Однозначно нет, скажут, что он не имел права принимать участие в собрании. Ну, вы сами понимаете эту ситуацию. Ну, знаете, я хочу сказать, что... Ну что ж, дадим возможность выступить нашим политическим врагам. Так, вот еще двое девушек у нас в Зайке едут за днем. Говорят, через 10 минут будут. Давайте подождем. Господа, а все-таки, может быть, пока мы ждем, имело бы смысл попросить рассказать наш уважаемый Ареопаг о том, какие новинки нас ждут в этом году, кого они грозятся отчислить, прекратить статус. Или мы не дождемся точно так же, как мы не дождемся финансовых отчетов о том, куда они тратят деньги. Я так понимаю, не дождемся мы с вами этого. Не хотите рассказать, Александр Иванович, всея мордовская адвокатура? Всех Татьян поздравляем, жмем Татьяне. Отличная это, кстати, идея, да. Всех студентов. Все были студентами. Понятно. Кстати, пока у нас... А есть еще один журнал, хотя бы для обозрения нашим зрителям канала «Адвокатские хроники»? Спасибо, Александр Иванович, за вашу щедрость и предложение. Я так понимаю, нету. Что, вообще ни одного не осталось? Для Дмитрия Ивановича Волкова нету, да, экземпляра? Я так понимаю. Не возражаешь, Данил? Я хочу посмотреть. Все-таки надо рассказать. 10 минут люди просто устанут. Тем более тут коллеги присоединились, нашей адвокатуры мордовской, правда, из других коллегий. Так, вестник научно-образовательного центра адвокатуры юридического факультета. Спасибо большое, кстати, деканату, нашим специалистам. Коллеги, не упускайте возможность поднять свою научную грамотность. Тем более это всегда необходимо. Ну, помедленнее? Вы можете посмотреть в записи настоящую трансляцию, дабы... Можете даже свои комментарии оставить. Я так понимаю, некоторые, да многие из вас в социальных сетях есть. Пишут иногда мне всякие гадости. Так, ну что ж, отличная штука. Давайте посмотрим, какие научные, собственно говоря, моменты могут нам пригодиться на практике. Так. Ну, пафосная речь Александра Ивановича, это мы знаем. Он у нас в этом плане представительный. Ну, а кстати. Отличная статья Сергея Николаевича Фирсова. Возражение адвоката, защитника на действия председательствующего в судебном заседании в суде с участием присяжных заседателей. Дело в том, что в настоящее время в Фейсбуке развернулась дискуссия между адвокатами относительно того, как бороться с хамством судей. Очень интересная дискуссия. Вот. Но, к сожалению, само по себе аудиозаписи недостаточно, мои уважаемые. Я с этим столкнулся. Почему? Потому что, в частности, по делу Демина, о котором уважаемые рассказывать не хотят, в частности, сам Александр Иванович не ходил. Так вот, когда я попросил аудиозапись, они ее записали в формате SRS FIMIDA, у них собственное программное обеспечение. И абсолютно неудобно для работы, поскольку аудиопоток, он же непрерывно идет, вот вы меня все слышите, а там он фрагментируется в зависимости от того, с какого микрофона была запись, и в результате получается очень неудобная нарезка,
включайте всегда при себе, имейте диктофоны у вас в телефонах, смартфонах, у всех по умолчанию. Даже в айфонах есть диктофон, за исключением того, что айфоны не могут записывать входящие телефонные разговоры, а иногда часто это очень важно. Клиенты бывают неадекватные, звонят. Я не знаю, у вас были такие случаи в практике или нет, у меня были. Если телефон не отключить, ночью могут позвонить. То есть с такими проблемами можете столкнуться. Юбилейный выпуск журнала «Адвокатура» в Республике Мордовия. На самом деле хорошая штука, несмотря на всю мою политическую оппозиционность вот к этим ГН. Есть полезные дела, которые они делают, но, видимо, просто под наживом, что называется, потому что понимают, что абсолютно безнаказанными быть нельзя в этом мире. Ну, в принципе, юбилейный журнал, он и есть юбилейный. История мордовской адвокатуры в том, котором нам предлагает главред данного издания, наш резидент палаты номер 13. Количество экземпляров, правда, маленькое, всего лишь 300 экземпляров. Ориентировочно рассчитаны на 300 спартанцев, коими, к сожалению, не является мордовская адвокатура. Ну да, с первой же страницы мы видим философское выражение, вошедшего в анналы. Ну, а в целом, конечно, Вообще, конечно, хотелось бы Александру Ивановичу видеть в формате PDF данный журнал и распространять его не только в бумажном виде. Хорошая полиграфия, ничего не скажем. Но и хотелось бы в другие адвокатские палаты отправить хотя бы по электронной почте. Я думаю, вы владеете такими технологиями, о которых вы нам рассказывали на канале YouTube. В рубрике «Персона грата». Жвачку вообще-то неприлично жевать в обществе. Если уж вы... Да, действительно. Нам еще до американской цивилизации действительно можно. Вообще, конечно, журналы хорошие. Коллеги, приходите, я так понимаю, в адвокатскую палату. Значит, видимо, на конференции руководителям адвокатских коллегий вручат. Можно получить. Давайте все-таки вернемся к Вестнику. Потому что время еще есть до начала. Очевидно, что очень, во всяком случае, похоже на то, что Амелинская банда своего добьется. Вот, что могу сказать. Группировка, точнее, в адвокатуре. Вот. Так что, Дмитрий Иванович, вот зря вы не пришли, значит, надо было помотать немножко нервы, так сказать, в политическом дискурсе нашим оппонентам. О, кстати, статья очень любопытная к вопросу о данных постановления оправдательных приговоров в Республике Мордовия. Вообще это феноменальная тема, оправдательные приговора в Республике. Поскольку их немного. Кстати, Александр Иванович, сколько у вас в багаже, так сказать, оправдательных приговоров? Давайте померяемся. У меня 5, я считал. Могу поименно перечислить, их не так много. А у вас? У вас жвачка во рту, понятно. Так. Что тут интересного в статье есть? О, ну что, приступим. Верну. Да, уже пора. Не пускают, кстати, тех, кто опоздали, что называется. Некрасиво. Открой дверь. Ну да, туда будет. Ага. 24.
Меня еще укажите, Александр Иванович, не забудьте. 24 адвоката 25. и один посторонний. Я не посторонний, я представляю интересы Волкова Дмитрия Ивановича, адвоката. Я об этом открыто и публично заявил, о чем произвожу видеозапись. Посторонний человек. Давайте, тем не менее, откроем наше собрание. Вот. Дмитрий Иванович, мой голос не учитывает. Согласно положению Точнее, ваш. в общем собрании адвокатских кабинетов, Так что у нас есть основания обжаловать. председательствую или я, или вице-президент. Поручение палаты. Сегодня председательствую я. Ну, Вообще-то это неправильно, ну да ладно, свои комментарии оставим. предлагаю избрать секретаря. Да, извиняюсь. Предлагаю секретарем собрания избрать Владимира Александровича Круглова. Кто за данное предложение? Уважаемые, альтернативы есть? Ну вы хотя бы, прежде чем голосовать, то руки поднимать, вы сначала услышите альтернативу. Секретарем избирается наш Круглов. Владимир Вы даже не посчитали количество голосов, Александр Иванович. Так уж, если для замечания. Кто за него голосовал? Просто количество голосов из числа участвующих. За, то есть против есть или держался? Понятно. Уведомляю участников собрания, что производится аудио- и видеозапись собрания. Нет возражений? А кем производится? Кроме меня, Александр Иванович. Возражений нет. Напоминаю участникам собрания, что в соответствии с статьей 5 Интересно. положения об общем собрании адвокатских кабинетов посторонние лица на данном собрании присутствовать не могут. Поэтому, пожалуйста, представьтесь. Я представился. Вам паспорт мой нужен, Александр Иванович? Встаньте, да. Я пояснил, собственно говоря, чьи интересы я... Нет, встаньте, представьте, кто вы такой, кем работаете. Встаньте. Я не собираюсь перед вами вставать. Хорошо. Тем более... Хорошо, можете не вставать. Представьте, кто, фамилия, имя, А вы меня не знаете, Александр Иванович? фамилия, имя, отчество. Фамилия, имя, Вы представляете, уважаемые коллеги, Александр Иванович, резидент Мордовской адвокатуры, не знает, что меня зовут Наумов Сергей Геннадьевич. фамилия, имя, отчество, пожалуйста. И кажется, он плохо слышит. Меня зовут Наумов Сергей Геннадьевич. Я представляю интересы. Кем работаете? А вот на этот вопрос я вам не отвечу. Потому как выбор рода занятий – это мое сугубое право и относится к моим персональным данным. Адвокатом являетесь? Да, являюсь адвокатом. Да. И знаете почему? Я вам объясню. Александр Иванович, как что я до сих пор в реестре Минюста Российской Федерации нахожусь в списке адвокатов. Проблема Минюста Российской Федерации. Ага, вот так вот. Сообщаю что Бузит. адвокату Наумову 20 июля 2017 года был прекращен статус. Уважаемый, ошибочка вышла не 20 июля, а 21. Александр Иванович путает цифры и факты. 21 июля, ничего страшного. Да вообще даже не знает о них. Как ничего страшного. Дата, да давно, просто времени много прошло. Ну, на день. Александр Иванович, я не хочу с вами припираться, я просто вам поясняю, что я по поручению Дмитрия Ивановича Волкова. Вы меня слышите? Нет? У него и со слухом плохо. Вот, поэтому, Сергей Геннадьевич, покиньте, пожалуйста. Я не покину? Покиньте, пожалуйста. Я вам еще раз объяснил. Я по поручению Волкова. Вы знаете такого адвоката? Дмитрий Иванович. Я расписался за него в списке присутствующих на собрании адвокатских кабинетов. Стоп. Да, полномочия, пожалуйста. В клубе джентльменов верить на слово не принято, да? За него. А на каком основании вы за него расписываете? У вас доверие. А у вас есть телефон ему позвонить? Можете ему позвонить? Зачем нам звонить? Вы должны свои полномочия подтвердить. Кому? В конце концов, вы должны здесь фестиваль слушать. Так. Но я так понимаю, это интересно вам и господину Амельну с господином. Татьяна Владимировна и остальные участники собрания. Есть пункт 7 положения о проведении собрания, которым не допускается представитель. Вам вообще не стыдно, уважаемые адвокатские кабинеты, что вам коллеги Сергей Геннадьевич, диктуют? покиньте. Я не покину. Я вам еще раз объясняю. Вы меня, кажется, не хотите слышать, не хотите понимать. Вы на что рассчитываете? Что вы меня силой отсюда выпроводите? Уважаемые коллеги, повестка дня всем известна нам собрание. Первый вопрос – это выбор делегатов. Упрямый Мордвин. Вы, кстати, Эрзи или Мокша? И вторая Так, для фраза, сведения. да? Ну, в рамках
Было бы интересно. Хотелось и хочется пока еще, да, поговорить о наших проблемах адвокатских. Наша проблема президент первой коллегии. Он же президент Адвокатской палаты Республики Мордовия. Вот это безусловная проблема. До конференции осталась неделя, поэтому нам деваться некуда, нам надо первый вопрос в любом случае посмотреть и выбрать делегата. Я предлагаю следующих делегатов на конференцию от адвокатов. Это Круглов Владимир Александрович, О, Япония Людмила Юрьевна, Зубровских Евгений Александрович, Пескова, вот хотел Пескова, но предложил. Круглов, Пескова, Якони, Дубровских. Пескова Любовь Александровна, наш старейший заслуженный адвокат. Я думаю, что Пескова. достойно она представит ваши интересы, интересы адвокатов. Да? Напоминаю, что если вы читали извещение о проведении конференции, то в количестве делегатов должно быть 1 от 10 адвокатов. У нас на сегодняшний день 51 кабинет. То есть нам надо 5. Получается, не явилась половина. Вот. Нелегитимно. Предлагаю еще... 24, если даже они меня не учитывают. 51, 24, Подождите, не надо, не надо. 27. Спасибо, не надо. Спасибо. Полиция приехала. Да. Не надо, не надо. И не надо, спасибо. Закройте пока дверь. Спасибо большое. Да. Извините за беспокойство. Вот. И Казаков. А, решили все-таки это. У нас это Кайкуровский адвокат, адвокатский кабинет. Тоже все его давно знаете. Ну, я считаю, что достойные все кандидаты. Есть другие кандидатуры? Есть. Я к адвокату обращаюсь. Есть другие? Наталья Рафиковна, отличный кандидат. От адвоката. От адвокатов. Есть кандидатура. Другие. Калинкин Данила, отличный кандидат. Гурьянов, отличный кандидат. Вот мне лично это неприятно вот это слушать. Все-таки официальное мероприятие. Приехали сотрудники Петрович. Дмитрий Иванович Волков потом. Все Причем Волков и вот это. Я себя пока не уважаю. Сейчас. А вы хотите сказать, что я вас не уважаю? Вот Василий Петрович, я с вами рад познакомиться. и проведем нормальный Василий Петрович, ну зачем нам позориться? Зачем? причем Вы сами разберетесь. Мы с вами, Василий Петрович, спокойно. Я 13 лет работал в адвокатуре, потом эти черти мне статус прекратили. Бандитские адвокаты. Вы мне что-то еще сказать хотите по этому поводу? Ну что, не так, что ли? Рассылали всем уведомления. Мне они забыли прислать, конечно. Сторонних лиц не приводили. Все же получают уведомления. Все же знают прекрасно, что нарушение... Вы по поводу Демина еще не забудьте рассказать, Александр Иванович. Дисциплинарная ответственность. Ну, все взрослые люди. Что? А, вот так вот, значит, решили. Ну что ж, хорошо, разберемся. Я с большим удовольствием приду на дисциплинарную комиссию, хочу посмотреть. Квалификационную, соответственно, и совет. Организуйте. Есть другие кандидатуры? Как нет? Вообще? Они же вас прогибают. Вопрос как бы списком голосовать будем или отдельно показывать? Да. Так, кто за то, чтобы избрать делегатами на очередную конференцию?